Салям алейкум! Это программа для тех, кто считает музыку чем-то большим, чем просто набор звуков. Это Jungle Studio, и сегодня у нас в гостях джаз-бенд Showboat. Приветствую вас, друзья! Очень рада, что вы сегодня у нас здесь в студии. Салям алейкум! Алейкум салям! Вас называют новым поколением джаза. Какие основные особенности того современного джаза, в котором вы работаете? А это можно легко сравнить с кино. Если взять старые фильмы 40-х или 60-х годов, или 80-х, и нынешние, вот они очень друг от друга отличаются. Вот, наверное, то же самое и в музыке. Джаз современный, он кардинально, ну не кардинально, но так конкретно отличается от, скажем так, старого джаза. Какие вы особенности привнесли в него, именно свое что-то? Нас часто спрашивают о стиле, в котором мы играем. На этот вопрос сложнее всего ответить, потому что в той музыке, которую мы играем, присутствуют разные виды стилей. Разные стили. Это и босса, и свинг, и мейнстрим, современное течение. Я не могу сказать, что мы вот заморачивались, давай сюда вставим этот кусочек, сюда этот. Просто цель льется від сердца. Ну, а преобладает джаз, естественно. Да, да. Ну, все это, в общем, джаз. Какими особенностями должен обладать музыкант, чтобы играть джаз? Ну, наверное, талант импровизации. Импровизация – это гибкость, мне кажется, это гибкость человека вообще по жизни. Течь и перетекать в разных ситуациях, в зависимости от того, как нужно себя поставить в ту или иную ситуацию. Наверное, вот так. То есть в музыке то же самое. Это она льется, как река. Когда мы играем, барабанщик сыграл вот так. То есть я уже отталкиваюсь от этого, чтобы получался конструктивный разговор или диалог. Вот. Ну и каждый участник вот в этом всегда добавляет свое. Тогда получается вот. Поэтому нужно уметь это делать. То есть это такая командная работа. Да, вот, да. Основное это коммуникативность. Вот я считаю, вот качество, которое должен обладать музыкант, играя джазовую музыку, это коммуникативность. В первую очередь, потому что надо слышать, что происходит вокруг. Нельзя зацикливаться только на своем инструменте, на своем звучании. То есть это надо слышать и баланс, и вот, как Женя сказал уже ранее, умение импровизировать, не зацикливаться на каких-то там вот квадратах, там, ну, то есть это должно, тогда в общем, это будет, ну, искренне и свободно. Джазовый музыкант, как мне кажется, должен чувствовать жизнь, вот эту глубину и многообразие.
Все началось с Кривого Рога, там вы встретились, познакомились, после была консерватория в Харькове. Как возникла идея создания этого коллектива? Это было все спонтанно или, может быть, вы к этому долго шли? Ну, хотелось играть вместе. Скорее это было спонтанно, да. Мы просто, нам захотелось, очень сильно захотелось играть, и мы... Играть как можно чаще. Вот любой материал, лишь бы, ну, мне казалось, очень важен коллектив и ансамбль. И мы с Сашей искали музыкантов в консерватории и вне ее, в Харькове. Ну, конечно, нашли, образовался коллектив, а потом Денис к нам стал приезжать из Киева. Ну, а потом уже, когда мы из Харькова перебрались, то уже все вместе стали здесь. Воссоединение Да, произошло. да. Существует такой стереотип, что, например, рокеры употребляют различные вещества для вдохновения. Как вдохновляются джазовые музыканты? Мы слушаем других музыкантов, читаем. Вот Денис очень любит Достоевского. То есть вот мы сыграли произведение, которое называется «Причинно». Денис Трюцкий сделал аранжировку на песню, которая называется «Реве стогне Дніпр широкий». И вот в импровизации, которую я играл, лег мотив произведения Тараса Григоровича Шевченко, который называется «Причинно». Вот Денис прочел, говорит, принес материал, и мы начали над ним работать. То есть там... Он вдохновился произведением Да. «Причина», и такая появилась композиция в нашем репертуаре. Здорово, когда музыка несет такую высокую мысль. Спасибо за то, что вы делаете.
Вы работали на корабле целых 2 контракта, это около 10 месяцев. Расскажите об этом, в каких странах вы были? Ну так, если быстро, за 2 контракта мы были, мы увидели Аляску, Канаду, Америку, Мексику. Ну, Северную Америку и часть Южной Америки мы да, видели. Северная Америка и часть Южной Америки. Бразилия. Бразилии было интересно. Мы пошли вглубь реки Амазонка, видели розовых дельфинов. Правда. Вот там такие водятся. Да. А на Аляске мы увидели китов и айсберги. Это действительно, вот вы спрашивали, что вас вдохновляет. Вот когда ты видишь китов, это очень вдохновляет. Это... Да, ну это вот да, к вопросу. Ну вот первая песня была, она называется «Океан». Я был вдохновлен океаном. Ну, после путешествия стало понятнее, о чем играть. Ну, океан, чувствуешь себя песчинкой, очень маленьким. Вот. А во 2-м контракте мы ходили по Средиземному морю и увидели большую часть Европы. Тоже очень интересно это все было. И нам посчастливилось съездить на экскурсию в город Иерусалим. И еще мы съездили в Рим. Да, корабль стоял в одном городе, мы сели на поезд, успели поехать в Рим. Правда, это все было бегом. Вот. Практически не останавливаясь, да, это вот все фотографировалось, и ну там время ограничено. Мы... Ух ты, Рим, класс, на телефон и обратно. Еще побывали в Афинах, это примерно все произошло где-то вот, ну примерно в сроке вот за 1 неделю у нас была такая насыщенная в плане посещений таких очень мест, и как-то получилось везде погулять, конечно, эмоций масса. Испания очень понравилась, мы много были в Испании, в Греции. Вот интересно почувствовать этот дух города или страны. И люди отличаются, и музыка отличается. Вот, и, конечно, после этого впечатлений очень много, поэтому хочется это все передать вот в музыке.
Соловейко, ти мій брате, виклич мені дівча, ти соловейко, ти мій брате, виклич мені дівча, ти ла 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 та ла 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 та ла 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 та ла 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 та ла 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 Был ли обмен культуры, несмотря на то, что вы джазовые музыканты, популяризировали ли вы украинскую народную музыку в других странах? Да, пару лет назад мы с Денисом участвовали в международном проекте, он назывался «Звуки мира», Sound of Peace. В Армении он проходил, вот, 10-дневный проект, было много музыкантов, порядка из 10 стран. И в окончании этого проекта в Ереване был гала-концерт, вот там мы представляли свою музыку и украинское творчество. А на корабле у нас были такие выступления, приезжали артисты, из Мексики было 2 мужчин, они играли на всяких разных дудочках, мультиинструменталисты, да, на гитарах, на гитарах, на скрипке, на ударных. Вот очень интересно было с ними поработать. Это одна репетиция, и вечером нужно играть шоу. Но все-таки в Украине же лучше. Конечно. Конечно. Домой всегда возвращаться. Вот, очень хочется. Сегодня исполнялось произведение Женина «Возвращаясь домой». Да, мы его сейчас в нашу концертную программу всегда включаем, потому что мы без этого сейчас не можем. Сразу, наверное, эти ассоциации, да, воспоминания того, что вы приехали домой. Да, всегда очень хочется вернуться домой. Я честно скажу, когда нам выдали билеты на самолет, там за пару недель или за неделю, я... Можно так сказать, бегал и орал от радости. Очень уж домой хотелось. Природа красивая, люди красивые, еда вкусная. В Украине? Да, все дома. Ну и там тоже, все вкусно, но тут как-то вкуснее, лучше. Тут дома очень хорошо. Вот как-то так, да. Друзья, спасибо, что вы дарите вашей музыке частичку вашей души. Спасибо большое вам, Алия, что пригласили нас на передачу. И
приятно было сыграть с вами вместе композицию. Мне тоже было приятно с вами спеть. Спасибо. А я, в свою очередь, хочу с радостью отметить, что украинский джаз жив и развивается. Слушайте хорошую музыку. Это было Джанло Студио. До встречи через неделю.